أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Поздравляю всех братьев с этим праздником, с днем Джума. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, уподобил своих помощников, своих сподвижников звездам. И он говорил: мои сподвижники, они подобны звездам, и за кем бы вы из них не последовали, вы будете на истине. Сегодня, иншаллаху та'аля, мы расскажем про одного из них, который является лучшим после всех посланников и пророков, Абу Бакр радиллаху та'аля анху. Абу Бакр радиллаху та'аля анху был сыном Абу Кухафата. И автор Ахмаду Тахир начинает историю, еще которая была до ислама. В детстве Абу Бакра радиллаху та'аля анху взял, говорит, его отец и понес к Каабе. На тот момент в Каабе находились идолы. Отец Абу Бакра радиллаху та'аля анху говорит ему, показывая на идол: воистину это является твоим Господом, сделай земной поклон этому идолу. Сказав эти слова, отец Абу Бакра радиллаху та'аля анху он отдалился. Абу Бакр радиллаху та'аля анху стоит перед этим идолом. Смотря на этот идол, он повторяет такие слова: воистину я голодный, накорми меня. Абу Бакр еще в детстве обращается к идолу и говорит: я голодный, накорми меня. Подождав несколько секунд, идолы не ответили. Они ничем не накормили Абу Бакра радиллаху анху. После этого Абу Бакр радиллаху та'аля анху говорит: я нагой, на мне нету одежды, укройте меня. И после этого идолы не ответили Абу Бакру радиллаху та'аля анху. После этого Абу Бакр радиллаху та'аля анху, будучи молодым, маленьким, он взял камень и бросил на этого идола. Идол упал на свое лицо, и идол сломался. Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он вернулся к себе домой, и он узнал, что идолы, они не могут приносить какую-то пользу человеку. Они не могут навредить человеку. Они не разговаривают и не слышат. Тот, кто помогает, это Всевышний Аллах. Тот, кто слышит и говорит, тоже Всевышний Аллах. Идолы, они ничем не могут помочь. Это было подобнее вере в сердце Абу Бакра радиллаху та'аля анху. Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он был из племени Бану Тайм. На тот момент в Мекке у разных племен у них были свои дела, которым они занимались. Племя Абу Бакра радиллаху та'аля анху, Бану Тайм, их было очень мало, у них было мало имущества. И Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он был единственным, кто из них разбогател. Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он тратил свое имущество, помогал своему народу, у которых было мало, у которых не было имущества. Он столько совершал благие деяния, что курайшиты все полюбили, до ислама они полюбили Абу Бакра радиллаху та'аля анху за то, что он совершал благие деяния и за прекрасности его нрава. Абу Бакр радиллаху та'аля анху, то, что его отличало от других сподвижников, до ислама он был очень близок с посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям. До ислама Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он дружил с посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Разумеется, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, до его ниспослания он был тоже доверенным человеком. Он совершал благие деяния. И посланник Аллаха, он не стал бы дружить с какими-то грешниками, с теми людьми, которые поклонялись бы идолам. И Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он не был из тех, которые поклонялись идолам за всю свою жизнь. Абу Бакр радиллаху та'аля анху, про него говорят: фалям яшраб хамра, он никогда не пил, говорит, вино. Аллаху та'аля Абу Бакра и посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, он сделал их равными по возрасту, но Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он был немножко на 2 года моложе, чем посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. И после ниспослания посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, Абу Бакра и посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, их объединила любовь к Всевышнему Аллаху. Они дружили дальше не для какой-то цели. Их укрепила любовь к Всевышнему Аллаху. И когда
Аллаху Та'аля не спаслал Мухаммада, посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, как посланником для людей, Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, из тех самых взрослых мужчин, он был первым, кто принял ислам. История принятия ислама Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, она не длинная. Это очень короткая история. Но она является удивительной. Потому что Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, к моменту ниспослания посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, он не засомневался ни секунду в посланнике Аллаха, алейхиссалату вассалям. Когда до Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, дошло, что посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, что он говорит, что он является посланником Аллаха, что его Аллаху Та'аля отправил, Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, подошел к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, и сказал: «Я Абу Касим, о Абу Касим», обращается к пророку Мухаммаду, «Маллади балагани анка», что до меня дошло от тебя, о Абу Касим. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «А что до тебя дошло про меня, о Абу Бакр?» Абу Бакр говорит: «Воистину до меня дошло, что ты призываешь к Всевышнему Аллаху и утверждаешь, что ты являешься посланником Аллаха». Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: «Да, о Абу Бакр, воистину Аллаху Та'аля сделал меня увещевающим среди людей и отправил меня ко всем людям». Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, в этот момент говорит: «Валлахи ма джарабту алейка кадибан катту». Клянусь Аллахом, я никогда не подозревал тебя во лжи. «Ва иннака ля халикун бирисаля». И воистину ты достоин посланничества. Ведь ты помогаешь слабым людям, ты связываешь родственные узы, и ты совершаешь благие деяния. И после этого Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, он принял ислам. За очень короткое время для обычных людей, например, когда они приходили в ислам, для них нужно было утверждаться в религии, чтобы они поняли, что нужно делать. Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, очень за короткое время он узнал, что религия Всевышнего Аллаха – это путь, который ведет в рай. Он сразу начал призывать своих близких людей. فذهب إلى عثمان بن عفان وزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله فأسلموا. Он начал призвать этих трех сподвижников, и все они приняли ислам перед Абу Бакром, ради Аллаху Та'аля анху. И заметьте, всех, кто призвал Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, к исламу, все они были из тех людей, которых Аллаху Та'аля обрадовал раем. Так что он столько наставлял, говорит, людей, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, про него сказал: «Хада атиқуллах минна». Атиқ в арабском языке это означает освобожденный раб. Этот, говорит, говоря на Абу Бакра, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, это освобожденный раб Всевышнего Аллаха от ада, и поэтому Абу Бакра, ради Аллаху анху, после этого назвали Аль-Атиқ. Вера в сердце Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, она стала подобна горе, как и у других сподвижников. И невозможно было бы купить веру Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, если бы люди начали покупать его, даже собрали бы все имущество, которое на тот момент в дуне находилось, они бы не смогли купить веру Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху. Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, он стал таким, аллади идha вуди'a имануху фи каффати мизан, если бы поставили веру Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, в одну чашу в день суда, и поставили бы веру других людей в другую чашу в день суда, со дня Адама и до судного дня, который будут люди, кроме пророков и посланников. Если бы их веру поставили в одну чашу, а веру Абу Бакра поставили в одну чашу, ля раджаха каффати Аби Бакр, то чаша с верой Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, она перевесила бы. И здесь хочется отметить, некоторые братья, они ошибочно думают, что Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, он является лучшим, чем после посланников, лучше, чем некоторые пророки являются. Это ошибочное мнение. Мы любим Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, и мы не говорим, что он является лучше, чем какой-то пророк. После всех пророков и посланников Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, является самым лучшим. Затем Умар асхаб, затем Усман асхаб, затем Али асхаб, ради Аллаху Та'аля анху маджмаин. Это мнение имамов Ахлу Сунны. И некоторые люди, автор пишет, Ахмаду Тахир, некоторые люди думают, что Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, он был богатым. От того, что он унаследовал свое имущество от своих родителей. Но однако Бану Таим, племя Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, это было очень бедным племенем. И родители Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, они тоже были бедными. Это не является правильным мнением. Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, он занимался торговлей, и по причине того, что он торговал и проявлял в своей торговле искренность
и говорил только правду, Аллаху Та'аля по этой причине обогатил его. «Хатта балага малюху арба'ина альфа дирхамин». Пока имущество Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, она не дошла 40 тысяч дирхамов. У Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, была очень большая семья. Так что мать Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, когда она стала взрослой, она стала уже слабой, а отца Абу Бакра, ради Аллаху анху, его постигла слепота. Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, всем им помогал, и также он тратил свое имущество над слабыми своими братьями. Когда Аллаху Та'аля не спаслал посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, призывал к религии ислам 3 года скрыто. То есть 3 года они призывали к исламу только тех людей, кому они доверяют, и не могли выявить религию. После того, как прошло 3 года, Аллаху Та'аля повелел посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, чтобы он начал повелевать к религии Всевышнего Аллаха явно. И вот с этого момента, когда мусульмане начали явно призывать к религии Всевышнего Аллаха, их начали мучить. Мушрики, они начали мучить слабых мусульман, они начали враждовать с богатыми, подобными как Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху. Так что один раз, когда Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, он вернулся в Мекку, он слышал, как стонают слабые мусульмане от того, что их мучают. В один день Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, он увидел Биляля. Билял, он был рабом Умайят ибн Халифа. Он был из Хабаши, он был черным рабом. И Умайят ибн Халиф очень мучил Биляля, ради Аллаху Та'аля анху. Они его в этот момент, когда Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, его увидел, они его поставили без одежды на песок, на горячий песок пустыни Саудии. И поставили сверху Абу Бакра, сверху Биляла, ради Аллаху Та'аля анху, большой камень. В книге Сакан аль-Кулуб другой автор пишет: воистину, такую боль чувствовал, говорит, Билял, ради Аллаху Та'аля анху, что уже жир с его тела тушил песок, который находится под ним. Они хотели вот такими мучениями, чтобы они отошли от религии Всевышнего Аллаха. Но однако Билял, ради Аллаху Та'аля анху, он повторял: ахадун, ахадун, Аллах един, Аллах един. И ничто не могло сломить этих сахабов. И Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, когда он увидел эту картину, как мучают сподвижника Биляла, ради Аллаху Та'аля анху, он задрожал, говорит. Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, он пошел к себе домой и взял имущество, и пришел к Умайяту ибн Халифу, факаля лаху, и сказал: би'ни Биляля, продай мне Биляля. Умайят ибн Халиф говорит: я продам тебе аби'уху би хамси авакин мин ад-дахаб. Я продам тебе за 5 аваков из золота. Авак в Кутуб аль-Фикхия приводится, что 1 авак это 8 грамм. А здесь он приводит: за 5 аваков из золота я тебе его продам, говорит Умайят. Фаштараху Абу Бакр, и Абу Бакр купил Биляля. Факаля Умайят, и Умайят после того, как Абу Бакр его купил, он так с насмешкой хочет его задеть. Если бы ты мне 1 укият дал бы, я был бы доволен этим. Он как будто издевается над Абу Бакром. Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, говорит: если бы ты меня даже попросил 100 укиятов, а не 5, я бы дал тебе их, говорит. Итак, Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, он видел, что все его имущество это ради Всевышнего Аллаха. И он не проявлял скупость по отношению к мусульманам. Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля анху, освобождал рабов. Он не освобождал только Биляля, ради Аллаху Та'аля анху. Он освободил стольких рабов, что уже неверующие начали говорить про Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, что он освобождает этих рабов, чтобы они защищали его. Они уже до такой степени с ума сошли, увидят, как Абу Бакр освобождает этих рабов. Они говорили: воистину он освобождает, чтобы они потом защищали Абу Бакра. И насчет этого Аллаху Та'аля потом ниспослал аят, в котором Аллаху Та'аля очищал Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху, и говорил, что это имущество, которое очищало Абу Бакра, ради Аллаху Та'аля анху. Когда Абу Бакр, ради Аллаху анху, он освободил Биляля, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, посмотрел на Абу Бакра и Биляла сказал: «Сайидуна а'така сайидана». Наш господин освободил господина, говорит. И приводится удивительная история, как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, после того, как повелели явно призвать к религии Всевышнего Аллаха, он стоял, говорит, спереди Каабы, ятлюль Кур'ана аль-мушрикин.
и читал Коран над мушриками, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, призвал их к религии Всевышнего Аллаха. فَقَامُوا عَلَيْهِ يَضْرِبُونَهُ. И мушрики, они встали и начали избивать посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. И в этот момент их увидел, как они бьют посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, Абу Бакр. فَقَامَ مُدَّفِعًا عَنِ النَّبِيِّ саллаллаху алейхи вассалям. И он встал, убирая этих мушриков от посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. وَهُوَ يَقُولُ. Абу Бакр говорил такие слова: «Атактулюна раджулан ан якуля Рабби Аллах». Вы убьете человека из-за того, что он говорит: «Мой Господь это Аллах». Мушрики оставили в этот момент посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Но они не ушли. Они начали избивать посланника Аллаха, они начали избивать после посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, Абу Бакра. وَهُوَ сабир. Но Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, он проявлял терпение. Они до такой степени, говорит, избили Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, что потом невозможно было различить рот от носа Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху. До такой степени они избили, и они добивали Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, и перестали бить только тогда, когда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, он перестал двигаться. И они подумали: «Падмата фатаракуху». Они подумали, что Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, он умер, и оставили его. И пришло племя Бану Тайм, племя Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, и они взяли Абу Бакра и понесли домой. Они согласились, что они убьют того, кто бил Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, если Абу Бакр умрет. Но однако Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, он пришел в себя. Он пришел в себя и видит перед собой такую картину: почти весь его народ окружило его там, где он лежал. И первое то, что он спросил, было: Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, он находится при смерти, он почти умирает. И когда он в себя пришел, он первое то, что он спросил: «Мада фа'аля Расулуллах». Что случилось с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит. Он не думает о себе, он не думает, что он мог умереть. Из-за его этих слов «фа'адиба каумуху», его народ разозлился, говорит, на него. Потому что они были кафирами. Они не понимали эту любовь, его любовь к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. Они не знали, что такое бывает. Что так бывает сильная любовь ради Всевышнего Аллаха. И его народ, после того, как они разозлились, они сказали его матери: «Ат'амихи шай'ан васқихи ма'ан». Накормите его чем-либо и напоите. Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, находится при смерти, говорит: «Ля валлахи, нет, клянусь Аллахом, ля ашрабу ва ля адуку та'аман». Я не буду пить и я не вкушу еду, говорит, пока я не узнаю, что случилось с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям. Его мать посмотрела на Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, с размышлением: что случилось с ним, что случилось с его сыном, с ее сыном. И Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, смотрел на свою мать и ждал от нее ответа. Мать Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, говорит: «Валлахи ля а'ляму». Клянусь Аллахом, я не знаю, что с твоим другом. Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, говорит: «Пойди к Фатиме и спроси у нее, что случилось с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям». Мать Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, она вышла и пошла к Фатиме, радиаллаху та'аля анха. И Фатима, радиаллаху та'аля анха, она постучала в дверь. Фатима, радиаллаху та'аля анха, она подумала, что это является джасусом, является шпионом, который отправил курайшитов. И когда Фатима спросила у матери Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, кто это? Мать Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, отвечает: это мать, которая желает милости для своего ребенка. Встань, говорит, мать Фатиме говорит: встань и пойдем со мной к моему сыну. И когда Фатима, радиаллаху та'аля анха, она зашла к Абу Бакру, радиаллаху та'аля анху, и когда она увидела лицо Абу Бакра, сарахат, она закричала. Вакалит, и сказала: «Ас'алюллах ан янтакима лака». Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он отомстил за тебя им. Вот до такой степени они избили Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху. Факаля лаха ва хуа ла юфаккиру илля фи расулиллах. И сказал Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, Фатиме, и он на этот момент не размышлял, кроме как о посланнике Аллаха, алейхиссалату вассалям. «Мада фа'аля Расулуллах». Он спрашивает, что с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям. Фатима говорит: «Хуа салимун сах». Он находится в сохранности. И здесь мать Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, она посмотрела на Абу Бакра, хотела проявить материнную милость и хотела накормить его, напоить водой.
وَنَظَرَ هُوَ إِلَيْهَا Абу Бакр радиллаху та'аля анху опять посмотрел на свою мать и говорит: «Ля валлахи ля акулю ва ля ашраб». Нет, клянусь Аллахом, я не буду пить и кушать, хатта ара Расул Аллах би'айни, пока я своими глазами не увижу посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. وخرج أبو بكر وهو لا يقدر على حمل نفسه. Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он встал. Он встал, но из-за того, что его избили, он ходить не мог. Он пошел к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, фастанада аля умми. Он опирался на свою мать. И вот таким образом он зашел к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. Когда Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он увидел посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, Абу Бакр радиллаху та'аля анху начал целовать ноги посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Варака кальбу наби, саллаллаху алейхи вассалям, фабака. От этого Абу Бакр, алейхиссалату вассалям, поднял его и обнял. И по этой причине сжалось, говорит, сердце посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, и он начал плакать. Вабака Абу Бакр. И заплакал после этого Абу Бакр радиллаху та'аля анху. И когда усилилось вред курайшитов над посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, и над его сподвижниками, Аллаху Та'аля повелел пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы он довел до своих сподвижников, чтобы они делали переселение. Потому что уже в Мекке им не давали держаться за свою религию, их всех мучили, некоторых так мучили, что они умирали. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что Аллаху Та'аля повелевает, чтобы они сделали хиджру в Эфиопию. И некоторые сахабы, они вышли, тех, которых сильно мучили, и сделали хиджру. И Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он также желал сделать хиджру в Эфиопию, но его, когда он выходил из Мекки, его встретил один мужчина из мушриков. Исмаху, его имя было этого мушрика Малик бин Дугунна. Факаля лаху, и он Абу Бакру говорит: «Мислюка я Абу Бакр, ля яхруджу ва ля юхрадж». Подобные тебе, о Абу Бакр, они сами не уходят, и их также не выводят. Воистину ты помогаешь бедным людям, и ты связываешь родственные узы. Ты пойди, поклоняйся, говорит своему Господу. Этот мушрик говорит Абу Бакру: я буду твоим попечителем. Абу Бакр радиллаху та'аля анху вернулся в Мекку, а Ибн Дугунна, этот мушрик, он начал крутиться, таваф делать вокруг Каабы и призывать курайшитов, чтобы они не трогали Абу Бакра, что он будет попечительствовать над ним. И мушрики сказали Абу Ибн Дугуннату: пусть Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он не поклоняется вокруг Каабы своему Господу. Пусть он построит, говорит, мечеть рядом со своим домом, а если он будет поклоняться рядом с Каабой, то многие из мужчин и женщин примут ислам. Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он построил мечеть во дворе своего, перед домом во дворе, и в ней совершал намаз. Юраттилю Коран, и читал там Коран. Фастама ан-ниса валь атфа илейхи. И слушали женщины и дети, когда он читал Коран. Фаа'джибу бил Коран. Эти мужчины и женщины и дети, они удивлялись, когда он читал Коран. И когда об этом узнал Ибн Дугунна, они уже приближались к религии Всевышнего Аллаха. Когда об этом узнал Ибн Дугунна, он пришел к Абу Бакру и сказал: о Абу Бакр, читай с тихим голосом, чтобы тебя не слышали другие. Абу Бакр радиллаху та'аля анху сказал: фа инни арудду илейка дживара. Я возвращаю тебе твое соседство, твое попечительство, и я доволен соседством Всевышнего Аллаха. Имеется в виду, я доволен попечительством Всевышнего Аллаха. Абу Бакр радиллаху та'аля анху, он был удивительным человеком. И когда мы видим, как они проявляли терпение, и сравнивать это с нашим терпением мы не можем. Когда нас настигают какие-то беды маленькие, какие-то проблемы, мы начинаем сразу жаловаться Всевышнему Аллаху. И вот когда мы жалуемся Всевышнему Аллаху, мы просто должны вспоминать, что чувствовали сподвижники посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. И когда мы проявляем какое-то недовольство, когда Аллаху Та'аля испытывает нас, вот здесь проявляется наша неискренность. Почему? Потому что когда Аллаху Та'аля нам благо дает, мы хвалим Всевышнего Аллаха. Когда Аллаху Та'аля нас решает, мы начинаем жаловаться Всевышнему Аллаху. Сподвижники посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, они были наоборот. Так что когда Малик бин Динару дали несколько дирхамов, он сказал: воистину Аллах, я согрешил.
Я сделал какой-то плохой поступок за то, что Аллаху Та'аля даровал мне это дунья, это мирское. И самое удивительное про Абу Бакра, радиллаху та'аля анху, когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, стало перенесение в Байтуль-Мукаддас из Мекки, затем оттуда из Байтуль-Мукаддас, из Палестины, Иерусалима, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, поднялся на небеса. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, когда начал рассказывать эту историю мушрикам, мушрики, как всегда, посчитали лгуном посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Потому что тот, кого Аллах наставил, он является наставленным. И они начали подозревать посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, что он с ума сошел. И когда они говорили, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он стал маджнуном, Аллаху Та'аля не спасал аят посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Афарайта ва афарайт. Ты увидишь, говорит, и они увидят, кто из вас является маджнуном. Аллаху Та'аля так успокаивал посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. И когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он начал рассказывать об Исра и Ми'радж, об этой чуде, которое с ним произошло, все мушрики, они поспешили к Абу Бакру, радиллаху та'аля анху, сразу. Как они услышали эту историю, они сразу поспешили к Абу Бакру, радиллаху та'аля анху. И говорили: воистину твой друг утверждает, что он в эту ночь пошел в Байтуль-Мукаддас, в Иерусалим, и вернулся в эту же ночь. И все они были убеждены, что Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, по этой причине, по причине этого рассказа он посчитает лжецом посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Они были убеждены, что он отойдет от посланника Аллаха. Но однако Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, сказал: если посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он говорил эти слова, значит, он является правдивым. Значит, так и было, говорит. И ничуть не засомневался Абу Бакр, радиллаху та'аля анху. А мушрики были убеждены, что он отойдет. Факалю, и они от удивления сказали: кайфа тусаддику фи хадаль амр. Как ты можешь поверить в это дело? Это было подобно, например, сегодня отсюда пешком в Америку прийти за одну ночь и обратно прийти. Мы бы не приняли такое. Мушрики не приняли, но он был посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, и это было знамением Всевышнего Аллаха для людей. И они были удивлены: как ты можешь верить в это? Абу Бакр говорит: я верю, что к нему не спасается Коран с небес. Как я могу не поверить в этом деле? И в другой книге приводятся слова Абу Бакра, радиллаху та'аля анху, что он сказал: я верю в большее, чем это. В том, что он является посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, в том, что к нему не спасается ваху с семи небес, это является больше, чем он мог пойти в Палестину и вернуться за одну ночь. Я верю в большее, чем это, говорит. И с этого момента Абу Бакра, радиллаху та'аля анху, его начали считать правдивым, потому что потому что он подтверждал посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, во всем, что он говорил. И как же прекрасно, говорит Ахмаду Тагир, и как же прекрасно вот это прозвище новое, которое ему дали, с которым начали называть Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, и до судного дня. Дальше, когда мусульмане уже делали переселение в Медину, Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, он подходил, когда уже почти все сподвижники, они сделали хиджру. Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, он подходил к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, и просил разрешения, чтобы он тоже сделал переселение в Медину. В этот раз посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он не разрешил. Он откладывал, каждый день откладывал, завтра, пока Аллаху та'аля не разрешил самому посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, сделать хиджру из Мекки в Медину. И пророк, алейхиссалату вассалям, пришел к Абу Бакру, радиллаху та'аля анху, и сказал: воистину Аллаху та'аля разрешил мне сделать переселение, и я желаю, что ты будешь моим другом в этом переселении. Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, он сильно обрадовался, потому что он желал, чтобы сделать хиджру вместе с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям. И Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, он встал, он взял все свое имущество, и когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, спросил: «Мада абкайта ли ахли?» Что ты оставил, о Абу Бакр, для своей семьи? Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, говорит: «Абкайту лахумуллаха ва расуля».
я оставил в моей семье Аллаха и его посланника. И когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, они вышли из Мекки, за ними гнались мушрики, так что они поймали такого бдительного путеводителя, которые шли по следам Абу Бакра и посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. И они дошли до одной пещеры, и Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, зашел в эту пещеру первым, опередил посланника Аллаха и сказал посланнику Аллаха: подожди. И пророк Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, закрыл ушелье в этой пещере, разные дырки своими одеждами. И осталось, говорит, одно ушелье. И Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, закрыл это ушелье своей ногой, потому что уже не было ткани закрыть. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, зашел в пещеру, и они скрылись от мушриков и хотели подождать, пока мушрики не уйдут. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, заснул в этой пещере. Заснул, и его голова была на бедре Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху. С этой дырки, которую Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, он закрыл своей ногой, его укусила, говорит, змея. Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, почувствовал сильную боль, и эта боль усиливалась от укуса, но однако Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, он не двигался. Почему он не двигался? Хоть он чувствовал боль, он не хотел будить посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Но однако, когда Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, слезы шли с его глаз, одна слеза упала на щеку посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, и пророк, алейхиссалату вассалям, проснулся. Факаля и сказал: маляка я Абу Бакр. Что с тобой, Абу Бакр, говорит? Абу Бакр говорит: меня ужалило, о посланник Аллаха. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, смазал место укуса своей слюной, и это место ожило, говорит. Затем посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сделал дуа сделал Всевышнему Аллаху про Абу Бакра и сказал: о Аллаху Та'аля, сделай Абу Бакра вместе со мной в одной степени в день суда. И Аллаху Та'аля ответил на дуа посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, и не спаслал аят про это. У посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, был еще один сподвижник, которого звали Умар, радиаллаху та'аля анху. Абу Бакр после смерти посланника Аллаха, он был первым халифом, а Умар, радиаллаху та'аля анху, он был вторым халифом после Абу Бакра. Они были оба вазирами посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. وأول المسلمين في كل أمر يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. И они были, Абу Бакр и Умар, они были первыми из мусульман, когда на что-то повелевали, они сразу совершали это деяние. И каждый из них желал, чтобы любил друг друга. Абу Бакр любил Умара, Умар любил Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху. Но однако они всегда были в соревновании. Они всегда были в соревнованиях друг друга, хотели опередить друг друга в благих деяниях. Но это не было из-за какой-то приязни друг с другом. Они оба любили друг друга. Но Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, он был всегда впереди. И когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, готовил войско в Табук, на Газава, Умар асхаб, радиаллаху та'аля анху, он сказал: аль-яума асбику Абу Бакр. Сегодня, это тот день, когда я опережу, говорит, Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, в благих деяниях. وَذَهَبَ بِنِسْفِ مَالِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. И он взял половину своего имущества и пошел к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ. Пророк, алейхиссалату вассалям, ему сказал: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ يَا عُمَرَ. Что ты оставил для своей семьи, о Умар? Умар асхаб говорит: قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمْ نِصْفَ مَالِهِ. Я оставил им половину моего имущества. После Умара приходит Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, он поставил свое имущество на подол посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, факаля лаху, и говорит ему: мада абкайта ли ахлика я Абу Бакр. Что ты оставил для своей семьи, о Абу Бакр? Факаля, он говорит: абкайту лахуму расуля, абкайту лахуму Аллаха ва расуля. Я оставил им Аллаха и его посланника. И Умар, радиаллаху та'аля анху, узнал, что и в этот раз Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, опередил Умара, радиаллаху та'аля анху. В один день посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, после утреннего намаза он вышел перед мусульманами и начал говорить после утреннего намаза:
кто из вас проснулся сегодня постящимся? Умар, радиллаху та'аля анху, говорит: что касается меня, о посланник Аллаха, то я проснулся не держащим пост. Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, говорит: ана я Расуль Аллах. О, я, о посланник Аллаха, я проснулся сегодня постящимся. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, после этого говорит: айюкум ада льяума маридан. Кто из вас посетил сегодня больного? После утреннего намаза спрашивает эти вопросы, задает посланник Аллаха. Умар Асхаб говорит: мы истине, мы только совершили намаз. И как бы мы навестили бы больного? Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, говорит: я, о посланник Аллаха, воистину до меня дошло, что Абдурахман бин Ауф, он болеет. И я сделал свой путь к этой мечети путем от его дома. И я спросил, и зашел к нему и спросил, что с ним случилось. И дальше посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, спрашивает: айюкум тасаддака льяума бисадакатин. Кто из вас дал сегодня садака? И здесь Умар, радиллаху анху, говорит: о посланник Аллаха, мы не переставали отходить от тебя, как мы могли дать садака? Но здесь Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, говорит: я, о посланник Аллаха, когда я входил в мечеть, там был просящийся, и я взял кусок хлеба и дал ему. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал Абу Бакру, радиллаху та'аля анху: фабшир биль джанна, абшир биль джанна. Возрадуйся раем, возрадуйся раем. И Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, он был из тех, который постоянно опережал других в благих деяниях. Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, он, как вначале был богатым, он таким не остался к концу жизни. Когда они были с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, в Медине, спустился Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, он сидел вместе с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям. Спустился ангел Джибриль и спрашивает у посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям: что это с Абу Бакром, радиллаху та'аля анху? Почему он задал такой вопрос? На тот момент Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, он до такой степени исхудал, что кости на его лице выходили. До такой степени прижалась кожа Абу Бакра, радиллаху та'аля анху, к его телу. И на тот момент у Абу Бакра, радиллаху та'аля анху, на нем была накидка. Накидка была закрыта крючками. И поэтому Джибриль спрашивает: что это с Абу Бакром? Как я вижу Абу Бакра, говорит. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: воистину он все свое имущество потратил на религию ислам. Он все отдал, говорит, на пути Всевышнего Аллаха. И тогда Джибриль, алейхиссалям, он говорит: воистину Аллаху та'аля якрау алейка салям. Аллаху та'аля передает ему салам. И говорит, и Джибриль обращается к посланнику Аллаха, Аллах ему салам передает и тебе говорит: скажи Абу Бакру, он доволен ли он своим Господом? Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, обращается к Абу Бакру и говорит: воистину Аллаху та'аля читает тебе салам и говорит тебе: халь анта радин анху фи факрика. Доволен ли ты своей бедноте по Всевышнему Аллахом? Факаля Абу Бакр, говорит: вахаль агдабу аля рабби. Разве могу я злиться, говорит, на своего Господа? Я от своего Господа доволен. Ана ан рабби радин, ана ан рабби радин. Эти слова он повторил 3 раза. Я доволен своим Господом. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, и все убедились, что Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, является довольным, что он является довольным Всевышним Аллахом. После смерти посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, надар аль-муслимуна ман хуа афдалюхум. Мусульмане собирались, они советовались, они собрали самых сильных сподвижников по знаниям и по степени, и они хотели найти, кто является лучшим из них, чтобы поставить его наместником. Фалям яджиду хайран мин Аби Бакр. И они не нашли никого лучше, чем Абу Бакр, радиллаху та'аля анху. Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, он не был грубым человеком. Он был очень мягким человеком, поэтому и также его назвали отцом целомудрия. И Абу Бакр, радиллаху та'аля анху, когда он стал халифом для мусульман после пророка, алейхиссалату вассалям, он сразу начал воевать против муртаддов, против тех людей, которые отошли от религии Всевышнего Аллаха. Каким образом? Большинство на тот момент, после смерти посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, они не хотели давать закат.
И Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, снабжал войско, как Халид бин Валид. В одном он поставил Абу Убайдату бин Джараха, ва Амру бин Аса, которые воевали против этих муртадов. И Абу Бакр, радиаллаху та'аля анху, в его правлении ислам пошел очень вперед. Жизнеописание этих сподвижников, они являются очень удивительными. И это те люди, с которых мы должны брать пример. Каждый из нас понимает, они этой степени дошли из-за того, что они были с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям. И наши навсы могут сказать, это они сподвижники, мы же не сподвижники. Они увидели пророка, алейхиссалату вассалям, а мы не видели. Воистину, мы должны уподобляться им. Почему любой человек, когда мы видим, что он, когда за каким-то певцом любит какого-то певца, он же следует за ним. Он одевается так, как он. Он его слова, он его знает, он его имена, его детей даже знает. А почему мы не должны знать это про сподвижников, ридвануллахи алейхим аджмаин? И, иншаллаху та'аля, мы надеемся, что вот та малая любовь, которая в наших сердцах есть по отношению к сподвижникам, что в день суда, иншаллах, Аллаху та'аля, благодаря этой любви, Он проявит к нам милость. Они с детства были такими. Это не был только Абу Бакр. Абдуллах бин Зубайр, радиаллаху та'аля анху, он говорил: «Воистину я был рожден для того, чтобы возвеличивать ислам». Обычные слова для сподвижника. Но когда он эти слова произносил, ему было 7 лет. В 7 лет Абдуллах бин Зубайр, он знает, для чего он родился. В 7 лет Абдуллах бин Зубайр знал, что желает от него Всевышний Аллах его созданием в этом дуне. Пусть Аллаху та'аля дарует нам крепкую любовь к этим сподвижникам и сильное следование за ним. Альхамдулиллахи раббил аламин.